Эта история произошла в Китае. Человек просто увидел вот такую картину перед собой, не смог пройти мимо, остановил машину, и между ними произошел диалог, который я специально для вас перевел, потому что там есть чему научиться и удивиться в наши сегодняшние времена. Извините, вам нужна помощь? Мне не нужна. Тогда я попрошу помочь мне, если можно. Что случилось? Я ел лапшу, но оказалось, что я забыл бумажник дома. Не могли бы вы одолжить мне немного? Я клянусь, не вру. Как только я вернусь в отель, я вам их принесу, куда скажете. Хорошо. Помогу, чем смогу. Откуда вы? Я из другой провинции, я путешествую. Возьмите еще. Как вы доберетесь до гостиницы без денег? Вызовите такси, этого должно хватить. А как же вы? У меня тут целая тележка манго, обо мне не беспокойтесь. Есть что продать. Да, но вы отдали мне все ваши деньги, и еще непонятно, где я смогу вас отыскать. Не беспокойтесь. Мне тоже люди помогают. Можете меня не искать вообще. Почему вы так добры? Я же говорю, Господь отобрал у меня ноги и напослал много добрых людей. Знаете, возьмите деньги обратно. Они ведь вам нужнее. Нет, я пошутил. Пошутили? Да, я заметил вас на дороге, как вы идете в такой дождь, и решил подойти. Нет, все хорошо. Я вышел утром, когда дождя еще не было. Мне нужно просто пройти на рынок, чтобы продать манго. У тебя так много манго. Я сам вырастил эти манго у себя на участке. Вы сами? Да, вот попробуйте. Ох, извините. Нет, ничего, все в порядке. Действительно вкусно, очень сладкая манго. Сколько стоит килограмм? 3,5 юаней. Это рыночная цена. Ты продаешь целую тележку за день? Нет, к сожалению, конкуренция высокая, я редко когда продаю весь товар. Ты не мог бы взвесить, сколько килограмм у тебя тут в тележке? Вы делаете это из жалости ко мне, верно? Я попрошу так ко мне не относиться. Знаете, мне правда понравилось манго, ну честно. Да и дождь такой на улице, позволь тебе помочь побыстрее все продать. Вы действительно купите всю тележку? Да. Пока вы все тут разложите, взвесьте, а я сбегаю к машине за деньгами, ладно? Хорошо. Держите зонт. Нет, мне он не нужен, я привык. Да бросьте, возьмите. Вы лучше скажите, сколько здесь, сколько я должен? Всего 209 юаней, господин, но вы можете дать мне 200. Это все всего лишь за 200? Так точно. Но они же стоят дороже. На улице дождь, вы остановили меня у обочины, и я продаю вам манго не с прилавка, а с тротуара. Отсюда и такая скидка. Держите. Тут слишком много. Прошу, оставьте себе. Но это мне не принадлежит. Возьмите, пожалуйста, я очень прошу. Погода не ахти, вы весь промокли. Давайте закончим с этим. Единственное, вы можете перетащить это к моей машине, и я буду благодарен. Да, конечно, держите зонт, я и так насквозь промок. Спасибо большое, брат. Уже полдень, у меня вопрос. Вы сегодня обедали? Можно тогда я вас приглашу? Давайте поедим. Может и дождь прекратится. Мне очень неудобно. Я неподобающе выгляжу. Все в порядке, вы со мной. У меня вопрос. Можно? Почему вы так тяжело трудитесь? Что делают члены вашей семьи? Мои родители уже старые, на пенсию не прожить, вот я и тружусь, чтобы нас всех обеспечить. Хоть я инвалид, но я способен прокормить нас. Я делаю все, что в моих силах. Я не хочу быть обузой для своей семьи, а наоборот. Скажите, а у вас есть какое-то желание, мечта? Да, есть такое. Я достаточно настрадался,
И если есть реинкарнация, я бы хотел больше не рождаться. Это все вы сами вырастили? Да. Некоторые плоды так высоко, как вы их срываете? Да, все просто, я использую это нехитрое приспособление. Вы там поосторожней, все в порядке, не впервой. Вот, попробуйте. Как же вкусно. Тут столько деревьев. Вы сами точно справляетесь? Покупатели сами приходят и сами все собирают.